Рисование акварелью, гуашью или акрилом – это всеми нами известные техники. Но что, если я расскажу вам про самую интересную – рисование на стекле? Гора новостей на мастер-классе по данной технике. Гульнара, что мы будем делать? Сегодня я предлагаю расписать вот такие вот чайные стаканчики. Это красиво будет как в интерьере, так можно пользоваться. Можно пить из нее соки, чай. То есть очень красиво. Под интерьер можно сделать. Я считаю, первый этап – это подготовка. С чего вообще нужно начинать? Да, это витражная роспись. Она требует подготовки. Используются специальные краски, контуры. И обязательно первое, что мы делаем, это обезжириваем поверхность. Обезжириваем поверхность обычным антисептиком. Давай я... На салфетку? Да, можно на салфеточку. Ты знаешь, что такое витражная роспись? Да, я слышала об этом и видела в фильмах. Там очень красиво показывают витраж, и как солнце проникает, очень красивые лучи получаются. Да, эта техника вообще пришла из 18 века, когда витражи, вот эти разные стекла. А сейчас такой аналог. Я предлагаю сегодня сделать лаванду. Фиолетовая, зеленая, очень красиво ложится вот лаванда на такую поверхность. Мы берем кисточку сухую, макаем в краску, да. Вот у меня есть такая вот палитра. В чем главное отличие этой техники? Какая-то сложность или, наоборот, простота для вас? Эта техника доступна и детям, то есть очень с интересом участвуют и дети в этом мастер-классе. Доступна для всех. Мы сейчас ждали, пока изделие подсохнет. Этот процесс можно как-то ускорить? Можно использовать фен. Обычный фен, да? То есть да. все. То есть на дальнем расстоянии подуть. Сейчас мы продолжаем. Так как у нас не до конца высохли соцветия, сделаем сначала травку. Гульнара, а вот вы же психолог, и с точки зрения психологии это рисование может считаться как терапевтический процесс, расслабляющий? Творчество, оно, конечно же, является таким психотерапевтическим процессом. То есть мы погружаемся в мир творчества, и у нас мозг переключается на другой вид деятельности, и если стрессовые ситуации какие-то, болезненные, да, то есть мы всю негативную энергию выводим наружу. Гульнара, мы уже завершили наши шедевры, поставили все финальные штрихи. И вот у меня такой вопрос. Когда мы закончили изделие, нужно его чем-то покрывать или запекать? Что нужно делать? Но вот эти краски не требуют ни запекания, то есть они засыхают и остаются в таком виде. Можно покрыть акриловым лаком, но если это вот часы, если вот такие вот интерьерные, да, варианты, вообще нет, не требуется. Творчество – это безграничная пропасть, в которую может окунуться каждый. Нужно лишь найти дело, которое будет вам по душе. Не бойтесь творить. Ульяна Листанова, Руслан Бикбаев специально для Горы новостей.